Ассаламу алейкум, всем достойным, мира вам душе и вокруг себя. Манкурты могут пройти мимо. Я нахожусь в Дербенте, знаменитой девичьей бане. По рассказам местных, девичью назвали, потому что здесь в основном происходил девичник перед свадьбой. Замужних сюда не пускали, чтобы они не смущали девиц своими разговорами. Вот здесь в середине стоит такой вот пятиугольник. Они вот после того, как попарились там, приходили сюда, обвязывались вот такими шелковыми простынями и здесь обсуждали свои перспективы. А это парная. Из этих отверстий выходил пар. Что-то вроде турецких бань, где пол подогревается снизу, видите, ведь выходные отверстия. Какие-то из них стоками являются, а какие-то для выхода пара. То есть разные назначения. Вот здесь средней температуры вода была, где они купались. А вот здесь вот холодный резервуар, когда им слишком жарко, они обливались. А вот здесь горячий резервуар. Сама котельная находилась за стеной этой бани и ниже уровнем, чтобы пар поднимался. Целый дворец, а не баня, да? То есть здесь даже сейчас все это очень шикарно выглядит. Я представляю, как это выглядело в древние времена, когда за ними был уход, и каждый раз подкрашивали, подбеливали. А вот здесь вот схема отопления, помещение для купания. Вот видите, резервуар горячей воды, нагреватель воды. Вот здесь была кочегарка, вот я пальцем показываю. Отсюда вода нагревалась и уходила. Вода здесь стояла, вот сходил пар, и он распылялся вот здесь вот равномерно под полом. И уже через вытяжку дымовой трубы уходил наверх. А это помещение для раздевания. Баня – это одна из достопримечательностей города Дербента. Это традиционное для Востока арочно-сводочное купольное сооружение, заглубленное в землю на 3/4 высоты и освещенное верхним светом через отверстие. Баня – это не просто там, где парится, это неотделимая часть общественной жизни города Древнего Востока. Количество и качество бань служило мерилом города. Бани служили для очищения тела, совершались лечебные процедуры, массаж, применялись лечебные ванны для трав, серы, соды, золы, кварцевые. Для нагрева применялась дрова, и дымогарные газы служили для отопления помещения. Они проходили под резервуаром для горячей воды и по специальным каналам, проложенным под каменными полом, удалялись через дымоход, проложенный в стене. По поводу пользы бани, можно говорить вечно. Не буду сейчас повторяться. Это, в принципе, будет повторением одного и того же. Не могу не сказать про Авиценну, так его знают в Европе. Ибн Сина его зовут на Ближнем Востоке. То есть, он сказал, если заниматься физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни и не забывать посещать баню, нет никакой нужды в лекарствах. Прямо как про меня. Раз в неделю обязательно хожу в Грозном баню, если я нахожусь, конечно, там. Так что, ребят, заниматься физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни и не забывать ходить в баню. Вот все, что нужно, тогда ты не нуждаешься в лекарствах. Все очень просто. До следующего раза.